школьная библиотека. В нашей школе уже несколько лет проходит проект «Читающая школа». Читающая школа, я сейчас вам объясню, что такое читающая школа. Читающая школа, у вас есть, да? Вы здесь учитесь. После учебы вам советно дают домашнее задание и говорят: дети, вы должны читать не классно, художественные книги, да? Сказки прочитайте дома, снимайте видео. Поэтому наш президент Касым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев и наш министр Асхат Аймағамбетов нам говорит: читающая школа — это должно быть в каждой школе. Поэтому, чтобы наши дети, чтобы вы развивались, в нашей школе мы специально для вас построили вот такой знание-колодец. Знание-колодец мы построили не только чтобы это помогла с вашего класса. Вы знаете, здесь 290 книг. Построили из 99 книг книжную инсталляцию. Это называется у нас колодец знаний. Сейчас я вот так вот это крутится, наш колодец. Сейчас мы оттуда, что мы будем знания, да? И если у нас такая вот понадобится какая-то вот книга, вот эту книгу поставим вот сюда и будем вытаскивать наше вот знание. Знание с нашего колодца. Теперь вот смотрите, мне вот это досталась вот эта книга «Сила, волшебные слова». Книга очень хорошая для вашего возраста. Здесь есть рассказы красивые, и можете вот это все прочитать и рассказать. Наша вот эта цель, читающая вот книги, вы должны в вашем вот этом классе с вашим классным руководителем обсуждать вот прочитанную книгу. Нам президент говорит: вы должны прочитать в течение учебного года 30 книг. Мы можем 30 книг читать? Можем, да, ребята? Потому что у нас есть осенние каникулы, у нас зимние каникулы, у нас есть весенние каникулы, есть вот это 3 месяца, да, летние каникулы. Вот промежуток вот это каникула вы должны прочитать 30 книг. Не только вот это читать 30 книг. Если вы читаете вот этого Чехова «Каштанку», вы хорошенько прочитайте дома. Если вы не сможете